Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 33-м занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Мы с вами на сегодняшнем занятии, у нас с вами две большие темы. Значит, у нас по плану текст, который мы с вами должны переписать. Попутно мы, конечно, с вами разберем все интересные звуки, которые нам будут встречаться. Это уже по традиции, можно сказать. И дальше, вот в раздел «Правила чтения» я вынесла слова по теме, да, по теме текста, который мы сегодня будем проходить. Новые слова, которые нам будут встречаться, а также вообще слова, которые относятся к этой теме, мы их разберем. Так что давайте не будем откладывать и сразу приступим к занятию. Итак, первая наша тема на сегодняшнем занятии – это переписывание. Переписывание на абазинском языке акхвелара. Давайте повторим, отработаем произношение акхвелара. Акхвелара. Так, значит, смотрите. Давайте сразу отработаем произношение звуков, которые выделены. Давайте вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих звуков. Так, звук х, твердый знак, да, выделен желтым цветом, вы видите его. Давайте напомню, что мы запоминаем этот звук с помощью слова шапка. Кхылпа. Кхылпа. Звук «г» выделен красным, пишется как «г», палочка «в». Мы запоминаем его, конечно, с помощью слова «гнездо». Звук «г», «г», палочка, мы запоминаем с помощью слова «весна». «Гапн», «г», «гапн». Итак, приступим. Первое предложение в нашем сегодняшнем тексте. Афачква артива аткван кхарам. Афачква артива аткван кхарам. Значит, перевод. Магазин продуктов находится недалеко. Перевод здесь я не стала дублировать, потому что становится довольно-таки загруженный текстом слайд, а нам еще с вами проходить слова подсказки, да, вспоминать. Смотрите, в слове афачква мы видим два интересных звука. Звук ч и звук х. Давайте вспомним, с помощью какого слова мы запоминаем с вами звук ч. С помощью слова яблоко. Ча, ч, ча. Да? Обратим внимание, как пишется этот звук. Ч, палочка, в. Ч, палочка, в. Звук х мы легко можем вспомнить, потому что мы запоминаем его с помощью слова «крыша», и мы проходим это слово, этот звук из занятия в занятие. Бывает по нескольку раз за одно занятие, поэтому я уверена, что вы его легко вспоминаете. Дальше звук «г». Звук «г» легко предположить, как он пишется, так же, как и в русском языке «г» мягкий знак. Но на всякий случай у нас с вами вот будет слово подсказка «чебрец». Ген, ге, ген. Дальше звук «х». Мы уже даже на сегодняшнем занятии встречали, да, этот звук. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». Кхылпа. Кхылпа. Давайте теперь отрепетируем, отработаем произношение этого чтения, этого предложения, да? Значит, афачква артива аткван кхарам. Афачква артива аткван кхарам. Молодцы. Следующее предложение. Мадина аткван днашыл.
Аклатхо слымата афачква дрызцат. Мадина аткван днашылт. Аклатхо слымата афачква дрызцат. Давайте разберем выделенные буквы. Звук К в слове аткван мы запоминаем с помощью слова крыша. К. В слове днашылт мы видим звук Т. Да? Мы запоминаем его с помощью слова сова. Т. В слове аклатхоц, корзинка, мы видим два интересных звука. Звук К, калина, корма, и звук Х, червь, хуа, х, хуа. Дальше слово афачква, звук Ч, мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ча. Звук Ко мы уже сегодня проходили. Мы запоминаем его с помощью слова крыша. И звук Т в слове дрызцат мы запоминаем с помощью слова сова. Звук Т. Звук Т запоминаем с помощью слова сова. Итак, перевод этого предложения. Мадина зашла в магазин, взяла корзинку и подошла к продуктам. Давайте сейчас еще раз прочитаем это предложение. Теперь прочитаем все вместе. Постараемся отработать произношение звуков, которые мы сейчас с вами разобрали. Итак, Мадина аткван днашылт аклатхо слымата афачква дрызцат. Следующее предложение. Вючахак фачер килограмм кбанкак. Вючахак фачер килограмм кбанкак. Извиняюсь. Кбанкак. Так, значит, здесь мы разбираем первую часть предложения того, что собирается покупать Мадина. Так как предложение очень большое, а нам с вами надо разобрать еще слова-подсказки, я разбила его на 2 слайда. Поэтому, смотрите. Вючахак, фачев килограмм, кбанкак. Значит, 2 хлеба, вючахак, это 2 хлеба. Фачер килограмм. Фачер – сахар, килограмм. Мы знаем, что такое килограмм. Чтобы сказать 2 килограмма, мы говорим килограмм. Дальше. Еще она взяла банку сметаны. Банка. Мы понимаем, как банка сказать. Чтобы сказать, что одна банка, мы говорим банка. Банка. Это просто разберем чуть-чуть подробнее. И слово сметана так как банка. Так, теперь давайте разберем с вами выделенные звуки. Так, звук Р мы запоминаем с помощью слова гнездо, вяра. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова блюдце, чат, чат. Звук Х мы запоминаем с помощью слова гриб, харп. Звук К мы запоминаем с помощью слова калина, корма. И звук Х мы запоминаем с помощью слова шапка, хлпа, хлпа. Итак, еще раз давайте прочитаем. Теперь уже мы с вами разобрали, значит, все эти звуки. Теперь давайте отработаем произношение. Вючахак, фачер килограмм, кбанкак. Молодцы. Не очень, конечно, простые звуки, особенно когда мы их вместе читаем, особенно в части, к примеру, кбанкак, могут небольшие затруднения возникнуть, но ничего сложного. Я хочу сказать, что чем чаще мы будем практиковаться, тем быстрее наступит результат. Итак, это все мы продолжаем предложение о том, что купила Мадина. Хшвитрак,
Хуша килограмм галахун акаса дазайт. Итак, хшлитрак, хуша килограмм галахун акаса дазайт. Перевод, да? Литр молока, килограмм масла, галахун, она взяла, значит, все перечисленные продукты и подошла к кассе. Еще раз прочитаем. Хшлитрак. Здесь, видите, слитно пишется литр молока. Хш – это молоко. Литр, понятно, литр. А звук К мы прибавляем, потому что имеется в виду, что 1 литр молока. Хшлитрак. Да, очень хорошо, что вы пишете, что мы запоминаем звук Т с помощью слова сова. Отлично. Все остальные тоже старайтесь, подключайтесь. Видите, сколько выделенных звуков. Давайте вы будете писать слова, которые начинаются на эти буквы, либо слова, в которых присутствуют эти звуки, для того, чтобы мы с вами, нам было интереснее заниматься. Дальше хуша килограмм, хуша масло, килограмм, чтобы мы сказали, чтобы мы передали смысл того, что имеется в виду 1 килограмм, мы к слову килограмм прибавляем звук К, да? Звук К это мы берем из слова зак, помните, 1, зак. Вот, это обозначает, что речь идет о количестве 1, единица. Галахон, взяла, значит, все перечисленные продукты. Акаса дазайт, подошла к кассе. Итак, в слове хшлитрак звук Т мы запоминаем с помощью слова сова, Т. Звук К мы запоминаем с помощью слова калина, карма. Звук Хо в слове хуша и в слове галахон мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа, хо, хуа. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн, Г, гапн. Да? Мы видим этот звук в словах галахон, дазайт. Вот, молодцы. Двигаемся дальше. Атквантес, афачква, кедай иналахуамцара, рохколпхядзан, ахчана лахут. Атквантес, афачква, кедай иналахуамцара, рохколпхядзан, ахчана лахут. Атквантес, афачква, кеда иналахуамцара, рохколпхядзан, ахча налахут. Так, значит, перевод какой? Продавщица посмотрела на цены продуктов, имеется в виду, и взяла деньги. Так, атквантес, афачква, кеда иналахуамцара, рохколпхядзан, ахча налахут. Так, теперь давайте с вами разберем звуки, которые встречаются в этих словах, и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем эти предложения. Эти слова, эти звуки. Извините. Звук Ко в слове атквантес мы запоминаем с помощью слова крыша. Звук Ч в слове афачква мы запоминаем с помощью слова яблоко, ча. Звук Ке, видите, в слове кеда, то есть отдельно, мы запоминаем с помощью слова кузнечик, кява. Звук Хо мы запоминаем с помощью слова червь, хуа. Звук Х мягкий знак, мы запоминаем с помощью слова золото, хяпщ. Звук Дз мы запоминаем с помощью слова вода, дз. Угу. Очень хорошо. Мария, что пишете слова? Угу. Молодцы, молодец. Итак, разобрали выделенные звуки. Теперь давайте прочитаем это предложение, уже зная, да, как произносятся эти звуки.
Итак, аткуантес, афачква, кедай на лахуамцара, рахкол пхядзан, ахча на лахут. Молодцы. Так, следующее предложение, это последнее у нас предложение в первом разделе сегодняшнего занятия. Мадина, ауатл сумк эйталцан, аткуан даджилцхт. Мадина, ауатл сумк эйталцан, аткуан даджилцхт. Мадина, ауатл сумк эйталцан, аткуан даджилцхт. Итак, перевод. Мадина положила их в сумку и вышла из магазина. Теперь звук К в слове сумка мы запоминаем с помощью слова калина, корма, корма. Звук Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Цла, цла. Если у кого-то есть какие-то вопросы, мы их можем обсудить после занятий. Сейчас не можем, потому что мы в записи. Аткуан. В слове аткуан мы видим звук К. Да? Звук К. Мы запоминаем с помощью слова крыша. К. И дальше, что мы видим еще? Звук Г. Мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Звук Дж мы запоминаем с помощью слова стиральная машина. Джджага. Джджага. Да? Джджага очень хорошее слово для того, чтобы отработать произношение звука Дж. Мы дважды встречаем этот звук в этом слове, да, то есть очень такое прям очень подходящее слово. Обратим внимание на сам звук Дж. Мы видим, что пишется он из 3 букв Д, Ж, В. Да? Дальше в слове даджилцхт мы видим также звук Ц. Звук Ц мы уже сегодня прошли, мы запоминаем его с помощью слова дерево. Звук Т пишется как Т-палочка. Мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Так, разобрали выделенные звуки. Теперь давайте мы с вами прочитаем еще раз это предложение, отработаем лишний раз произношение выделенных звуков. Мадина ауатл сумк эйталцан аткуан даджилцхт. Аткуан даджилцхт. Молодцы. Очень хорошо. Сегодня, значит, мы с вами закончили первую часть нашего занятия. Теперь что мы с вами делаем? Переходим ко второй части нашего занятия. Правила чтения. Давайте вспомним, как мы говорим правила чтения на абадинском языке. Ахарывква рагабхаща. Ахарывква рагабхаща. Сразу вспомним, что звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Апн. Звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Х. Хапщ. Итак, поехали. Значит, сейчас мы с вами будем проходить слова, которые относятся к теме еда. Еда, продукты, магазин и так далее. То есть они пересекаются с темой текста, который мы сегодня с вами переписывали и изучали. Первая группа слов. Ткуан – магазин. Ткуантес – продавец. Фадж – рызк – продукты. Если вы хотите сказать продукты, вы можете сказать как фадж, так и рызк. Итак, ткуан – магазин. Ткуантес – продавец. Фадж или рызк – продукты. Значит, звук К. Этот звук мы уже с вами очень хорошо знаем, да? Мы запоминаем его с помощью слова крыша. Звук Ч в слове фадж тоже
мы сегодня не раз встречали. Я думаю, уже легко нам с вами будет вспомнить, что мы его запоминаем с помощью слова яблоко. Ша. И звук К, этот звук мы сегодня еще не проходили. Давайте обратим на него дополнительное внимание. Посмотрим, что пишется он как К, твердый знак. К. Да? Запоминаем мы его с помощью слова тыква. Каб. К. Каб. На других уроках, помните, мы запоминали его с помощью слова гусь. Каз. Также мы с вами встречали его в слове карапагуа, когда мы проходили название аулов, да? Думаю, вспомнили. Еще раз давайте прочитаем эту группу слов. Ткван – магазин, тквантес – продавец, фадже – рызка – продукты. Молодцы. И дальше теперь двигаемся к следующей группе слов. Хо – цена, хуара – покупать, чаква – хлеб. Хо – цена, хуара – покупать, чаква – хлеб. Хо – цена, хуара – покупать, чаква – хлеб. Итак, значит, звук хо мы, конечно, с вами запоминаем с помощью слова червь. Звук г мы запоминаем с помощью слова весна. То есть эти все звуки, они нам уже очень хорошо знакомы. Звук ч, этот звук мы встречаем реже. Обратим на него дополнительное внимание. Звук ч пишем как ч-палочка. Запоминаем с помощью слова блюдце. Ч-чат. И звук х, послушайте, звук х, ча-ха, да? Мы запоминаем его с помощью слова гриб. Х, харп. Этот звук мы встречаем довольно редко. Давайте остановимся, посмотрим на него, постараемся запомнить. Звук х мы пишем как х, твердый знак в. Х, харп. Х, харп. Да? Теперь давайте еще раз прочитаем эту группу слов, которую мы видим на экране. Хо – цена, хуара – покупать, чаква – хлеб, чаква – хлеб. Молодцы. Следующая группа слов. Фачель, фачель, джка, кутар. Фачель, джка, кутар. Фачель, джка, кутар. Фачель – сахар, джка – соль, кутар – яйцо. Итак, звук «в» в слове фачель мы встречаем. Запоминаем мы его, конечно, с помощью слова гнездо. Этот звук мы встречаем очень часто на каждом занятии. Поэтому я думаю, нам с вами запомнить его очень легко. Звук «дж» в слове «джка» – соль мы запоминаем с помощью слова, например, пуговица, да? Джиндж, джиндж. Очень хорошее слово. 2 раза у нас появляется возможность отработать звук «дж», когда мы используем слово «джиндж» – пуговица. Дж, джиндж. Звук «к» в слове «чка» мы запоминаем с помощью слова «калина». К – корма. Звук «к» в слове «яйцо», да, коптар, мы запоминаем с помощью слова «крыша». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова», естественно, а звук «р», звук «р» мы запоминаем с помощью слова «ряр-ряр». Ряр-ряр. Ряр-ряр – это погремушка, как видно. Тоже очень хорошее слово, мы можем дважды отработать звук «р». Ряр-ряр. Так, молодцы. Так, значит, мы с вами отработали произношение новых звуков, отработали, в общем-то, все, что мы запланировали на сегодняшнем занятии, поэтому я вас хвалю, молодцы, очень хорошо потрудились, и на этом наше с вами занятие заканчивается. И прежде чем с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях.
Не забывайте подписываться на YouTube канал Алашара и YouTube канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чсы расхат.